Доброго дня всем, кто продолжает слушать серию подкастов «Код культуры», который выходит под эгидой медиапроектов Национальной библиотеки Якутии. Напомним, что найти все выпуски вы можете на площадке Яндекс.Мьюзик, Apple Podcast, а также на страницах «Культуры Якутии», YouTube и Instagram. В этом выпуске продолжение рассказа театрального критика Валентины Чусовской о легендарном спектакле Андрея Борисова «Желанный голубой берег мой», о сценическом воплощении пьесы, сценографии, музыкальном оформлении и, конечно, актерской работе. Как достигается художественная выразительность, целостность спектакля, как появляется язык театра. Об этом и многом другом пойдет речь в данном выпуске. Вот самый, конечно, трагический момент в этом, что ушел Симон Федотов в 2004 году. Он играл органа так, что вот Иннокентий Авсентьевич в каком-то интервью сказал, что никто никогда не сыграет его так. Так же, как никто никогда не сыграет Кириска так. Конечно, сейчас играют здорово. Кириска играет Дорофеев, да, Рома, значит, органа играет сам Ефим, который очень долго, очень мучился, не мог, не хотел, и не получалось у него. Но пришел к своему решению. Симон Петрович, его иногда упрекали в том, что он вот в пьесах, как актер старой школы, иногда вот поет как-то, растягивает слова, говорит торжественно, как не говорят в жизни. А тут это пошло как раз в точку. Он говорил эти тексты, как не может говорить просто старик, просто пожилой человек, который вывозит мальчика там на охоту. Он говорил, как старик-орган, старец этого рода, владеющий тайной мифа. И самое интересное, он играл так, что зритель должен был почувствовать, что он знает, чем кончится дело. Он прощался со своей лодкой, с рыбачьим каяком. Он рассказывал эту историю, не историю, а миф о рыбе-женщине, невзирая на всякие там шуточки, не реагируя, как бы, может быть, другое время было. Он попрощался, он видел, он знал, что мальчик туда вернется один. И он тогда уже принял решение, что если что-нибудь, зачем он сказал этой лодке, а что может быть, если что-нибудь, сохрани этого мальчика. Он уже тогда принял решение. И вот в его интонации, в его монологах это чувствовалось. Он видел что-то далеко-далеко, чего эти люди, сидящие в лодке, не видели. Они тоже понимали опасность, понимали, что надо что-то делать, но так далеко, как старик-орган, они не видели. Это великий актер был Симон Петрович Федотов. И Ефим тоже. Вот я где-то недавно как раз прочитала, вспомнила, перелистывала какой-то труд. по-моему, о театре «Но», что ли. Да, там говорилось о том, вот какова выучка у актеров театра «Но», какая школа, как передавалось мастерство, и насколько это мастерство было эстетическим феноменом. То есть старый актер играет роль 18-летней девушки, и публика восхищается, ничего в этом удивительного не видит. Потому что это эстетически сделано так, ну вот как рассказывают же, что Алам Хасуд мог исполнить шуршание травы, дуновение ветра, голосом вот все это изобразить, показать. То есть такое мастерство, и вот Ефим Степанов. Если не знать этого актера, то можно удивиться, ну как в 50, в 55 можно играть, ну я не знаю сколько, 12-летнего мальчика. Ну как? Но когда я смотрела этот спектакль, уже ему было этому спектаклю как раз 25 лет, вот это прощание, когда лодка сорвалась с одного каната, как предвестие Сотников не смог приехать, и в этот же год он ушел. Но Андрей Исаевич спас положение, потому что, оказывается, на премьере
То есть в Грузии, когда вот показывали, там то же самое произошло с обрывом каната, и Андрей Савич это использовал как... Но это действительно было такое яркое событие, когда все бросились держать канат за кулисами, чтобы лодка не грохнулась на сцену, она просто стала медленно падать, даже не медленно, а быстро, видимо. И вот там он рассказывал, как интернационал, значит, разные там грузины, там кто-то армянин, кто-то там русский, якут, там все повисли на этом канате и спасали эту лодку. Ну и тут, как не вспомнить, как в Киеве на фестивале сказали, что все мы в одной лодке. Да. Вот это придумано не спектаклем, но здесь до этого существовал этот слоган «Все мы в одной лодке». Но здесь он так прозвучал, прогремел, можно сказать, как вот эхом разнеслось. Ну и поэтому полмира-то рукоплескали. Кстати, вот в Мексике на фестивале Сервантино, ну, это было такое потрясение для всех нас. Этот спектакль не просто как отличившийся хороший спектакль, он представлял Россию, ту мощную российскую культуру, которую раньше представляли грузины, грузинский театр старейший. И вдруг наш театр показывает «Желанный берег» в Мексике. И там пресса была удивительная. Если один человек переводил, и зрительское мнение. Мы с сыном сидели в первом ряду, и когда кончился спектакль, мы чувствовали, что мы с ног до головы облиты водой. Им казалось, что это настоящее море, настоящие брызги и так далее. Вот так удивительно сделать этот спектакль. Сценография тоже лаконичная. Здесь, наверное, сказалось то, что Геннадий Петрович очень много работал в балете. А балет, он же требует тоже такой атмосферной, символической, очень скупой, лаконичного оформления. Правильно? Потому что там надо площадка, танцует. Вот здесь висит лодка, и что? И вот здесь опять я хочу сказать тем, кто говорит, ну что Борисов, ему все Сотников сделал. Вот если бы не было такого гениального художника, как Сотников, ничего бы такого не было. А вот послушайте, что сказал Сотников, когда я брала у него интервью после московской гастроли про сценографию. Ну, во-первых, он говорил о сценографии, что это не картинка. Сценография – это то, что происходит во времени и в пространстве, как она работает, из чего она начинается и чем заканчивается. Я, строго говоря, сказал он, художник этого спектакля, а сценограф Борисов. Почему? Я даже спектакль-то увидел, говорит, спустя сколько-то времени после премьеры, но я отдал ему эти 2 тряпки. Я понимал, что из них что-то можно сделать. А как уж он это провел, как он это сделал, это абсолютно его работа. Поэтому сценограф этого спектакля Андрей, а я художник. Вот он костюмы нарисовал, все вот эти дела. Поразительно. Вот эти простые, как он говорит, 2 тряпки, это зубчатый занавес, который один и дальше второй, они как бы делят сцену на 3 зоны. Вот авансцена и первый занавес. Между первой и второй, волной назовем это, да, грядой волн, и до задника 3-я часть, в середине 2-я. И когда вот эта лодка взмывает вверх, неожиданно совершенно для зрителей, и когда в первых рядах они откидываются, то поднимается задний ряд волн, и потом он опускается, поднимается верхний. Вот здесь абсолютное же чувство, что земля из-под ног уходит. Начинает голова кружиться. Господи, сцена где? Мы в море. Ну, еще Кириско такой светящийся и радостный. Вот это исполнение, это сценография. Смотрите, прорезанные дырки в черном сукне, это звезды. Когда там лампочку зажигают, и звезды на небе. Вот этот очень скупой в средствах театр, это тоже как бы такая мифологическая эстетика. Есть лодка, есть солнце и есть волны. То есть солнце, говорите, да, есть великий туман, вот эти падуги по бокам поднимаются, кулиста. Потом музыка из, вот Карл Сергучев
гениально нашел эту музыку. Вот он же взял ее из фильма «Сибириада». Музыка написана Артемьевым, потом это согласовали дело с ним, с композитором. Но она теперь, мне кажется, настолько родная для этого спектакля, такая эпическая она. И в ней какой-то ураган скрытый, да, есть. Вот недаром там она идет же, когда это пламя, горит нефть, огромный кадр в фильме «Сибириада». Вот это наполненность какой-то совершенно невероятной силы, энергии невероятной силы. Вот она дает такую, с одной стороны, лирическую пронзительность, а с другой стороны, вот этот масштаб этой трагедии, такой трагедийный масштаб. И как они с Борисовым сделали уход, когда за борт лодки, значит, уходит один и идет к заднику, там он переступает через границу, сначала он освещается, и мы видим темный контур, а потом мы видим, как эта спина удаляется. И вот там есть такой эффект, я много раз смотрела этот спектакль, когда он становится меньше, этот человек уходящий, ну, вдаль уходит, а тень нарастающая надвигается вот в зал зрительный, большая громадная тень такая, но она растворяется, ее не успеваешь даже зафиксировать, но она точно есть. И получается вот так вот, один уходит туда, без известности, другой как бы остается с нами в зрительном зале так. Удивительно получилось. Как, я не знаю, умышленно это сделано, продуманно или так случайно получилось при таком освещении. Но это очень здорово действует. Поэтому спектакль так дорог, поскольку вот в нем как раз и заложены все эстетические параметры классического театра. Дальше пойдут спектакли разработки этой темы. Вот отдельная история – это мной оставленные песни. Это история, где вот этот классический театр, он тоже оказывается в каком-то алгоритме, который сидит у Борисова в воображении. Он работает, он выходит все время в реальность, выходит в реальность. Поэтому, когда вот «Кыс де Бели» он решился поставить в 17-м, то есть через 17 лет, в 2000 году, то это, конечно, уже были подступы к театру Аланхо абсолютно. Там впервые в истории якутского драматического театра было поставлено Аланхо. А раньше все-таки на сцене театра шли вот Туяру Накуо, значит, да, это сюжеты или пьесы, написанные по сюжетам, по мотивам Аланхо. Да, там присутствовал Таюк и так далее, но Аланхо, в целом, вот инсценировку по Аланхо, такую спектакль Аланхо, такого не было. Кстати, я забыла еще одно имя, знаковое, тоже великий человек, это Василий Васильевич Местников, режиссер, который впервые поставил, по сути дела, театр Аланхо, спектакль в этой эстетике. Только там что было главное? Главное там было исполнение Таюка. Все было сделано на Таюке, и темы музыкальные были собраны Жирковым. И Марк Жирков и Василий Местников, они вот начали, это 1939 год Туяра Накуо, 1939, и они на подступах шли. Но здесь случилась другая история. Здесь Сорона Малон как либретист выступил, Марк Николаевич Жирков с Генрихом Литинским, композитором московским, написали музыку, и получилась первая якутская опера. Но это не театр, это опера, потому что в опере главным является вот этот музыкальный контекст, это музыкальное произведение. А театр Аланхо – это драматическое произведение все-таки. Театр Аланхо – это театр драматический. Хотя с большим количеством песнопений. И вот еще одна классическая деталь, которая
отправляет нас в античный театр Греции. Вот мы говорили тогда, что театр как жертвоприношение, театрализованное богу Дионису совершалось, да, в Древней Греции. Эти большие Дионисии, большие и малые, они завершались трагедиями, сатировой драмой. Но возникают они из дифирамбических песнопений, в которых рассказывается судьба и страдания Диониса. Диониса тоже своя огромная история. И поскольку он побочный сын Зевса громовержца, то разъяренная супруга Зевса преследовала его все время, а он делал там разные дела, он изобрел вино, изобрел пиво, но не только. Значит, у него там много каких-то очень хороших героических деяний и страданий много. Он скрывался, его даже одно время воспитывали как девочку, чтобы скрыть от Геры. И только когда Зевс отправил Гере призрак, как пишется, призрак Диониса, тогда она успокоилась, думая, что вот это и есть он. Он так вот, воспитываясь у чужих родителей, так сказать, испытывая все тяготы, нападения различные на себя, его покушались на него. Одним словом, греки его почитают не просто так. Он еще бог радости, бог плодородия. Вот, и все это празднично, и в то же время трагедия, трагос, это же козлиная песня, да, и в то же время трагедийно, то есть трагические истории человека, подверженного року, и оптимистичная сатирова драма, которая дает вот радость жизни, радость финала. Кстати, как кончается «Желанный берег»? Когда пришел Кириск с протянутым ковшом и сказал: я расскажу вам, как это было, но дайте сначала воды. Ута, авалым, да? А там, когда они увидели его, когда он появляется из-за кулис, музлык поворачивается: смотрите, кто пришел. Он идет, и начинается танец. Начинается радостный танец на фоне вот этого занавеса великолепного, который сделал Сотников как орнамент на резной кости. Сюжет там «Морские охотники». И когда он, этот танец совершенно невероятный, там Степанида Ильинична здорово, она же как мать Кириска, для нее было самое горькое событие, самое радостное, и она там в центре этой танцевальной композиции. Я удивляюсь ее вообще такому пластическому таланту. Она сама придумывала эти танцы, но там такие жесты, они широкие, спокойные, и в то же время они наполнены такой, вы знаете, когда человек сдерживает изо всех сил радость. Вот такие жесты в ее танце, и, соответственно, остальных уже почти не видишь, но они танцуют. Я спрашивала у Андрея Савича, как поставили танцы, кто там, хореограф типа, да? Он говорит: да никто не поставил, сами все танцевали, вот Стеша там начинает, а остальные все подхватывают. И он говорил, что на него произвела впечатление одна строчка из Чингиза Айтматова. По-моему, и дольше века длится день. Люди плакали, но шел дождь, и слез не было видно. Так, теперь осталось мне поплакать. Вот. Вот такой спектакль. Как можно сказать, что театр Аланхо вышел откуда-то не оттуда? То есть первый профессиональный театр играет произведение, написанное и поставленное в эстетике классической трагедии. «Желанный голубой берег мой» по пьесе Чингиза Айтматова. «Пиги пес, бегущий краем моря». Наверное, нигде он так долго не бежит, как у нас. 40 лет. Классно. Пусть бежит дальше. Да, пусть бежит дальше. Всегда берег, всегда рядом. Вот это тоже символ. Там каждый элемент символ. Поэтому обо всем даже не расскажешь. Каждая деталь символична. А вот интересно, как они придумали лодку-то. Лодка же есть везде, и в театре «Но» есть. Кстати, вот там я видела спектакль, на котором, значит,
на лодке выезжает герой постановки, значит, герой этой новеллы, которая разыгрывается актером театра, но он отталкивается одним веслом, и лодка медленно вот так вот вкатывается. Ну, спрашивали там, как у них сделано, все это в Амхате, когда театр приезжал. Они говорят, она на колесиках. На колесиках просто он стоит и это. Но как может быть лодка на колесиках в желанном береге? Представляете себе, да? И вот здесь Андрей Савич говорит два момента его. Первый момент – это он в Прибалтике видел, как во время шторма рыбаки прорываются через эти волны туда, в море. Прибой же очень сильный. И вот как они, разбегаясь с этой лодкой, прорубали эту волну и оказывались там, где волны поднимают человека. Да? Вот здесь, когда они разбегаются, он говорил, что его вдохновляет вот эта картина, которую он запомнил. Его поразило, с какой энергией они это делали и как это им здорово удавалось. А второй совсем другого характера. Это они с Геннадием Петровичем сидели на детской качалке. Ну, вот это, которые как папье-маше. На одной стороне и на другой. Значит, они качались, и вдруг им пришла в голову мысль, а что если лодку так сделать? И они хотели сделать качающуюся вот так лодку. Но, с одной стороны, это тоже могло бы быть интересно, но она же как колыбель, и в то же время она нет такого размаха. И тогда они подумали, так вот качели же, вот если висячие качели, почему не повесить на штанге за канаты, и пусть качается. И вот в моей книжке «Встречи и расставания» она целиком написана из интервью режиссера, сценографа, музыкального оформителя, актеров. Вот они там говорят на протяжении всей этой книжки. И вот там он говорил о том, что когда он рассказал замысел «Желанного берега», а труппа-то еще старая была, он пришел как молодой режиссер, а потом скоро очень стал главным режиссером. Там драма тоже своя была, по всей видимости. И актеры многие просто смеялись. Вы что, хотите нас опозорить? Мы, заслуженные народные, выйдем на детские качели, сядем и будем воображать, представлять, что мы в лодке. И до того было сложно, что некоторые актеры, как говорит Андрей Савич, ушли из труппы, ушли из театра вообще. И некому было играть отца Имраина. И вот представьте себе Христофор Сметанин. Он человек художественной самодеятельности. Он предан театру, он был водителем театральным. И ребята рассказывают, актеры, что он всегда выглядел как премьер. Он выезжал на гастроли в белой рубашке. Он же красивый человек. Красивый, да. Да, и вот такая прическа. И всегда он на него, это актер. И он тогда сказал: Андрей Савич, если вы меня возьмете, я попробую. И он же спас. Он спас. Это на том этапе. Там вообще, если вот Андрея Савича порасспросить, он столько расскажет об этом спектакле. Это такие истории в жизни людей. Герасим Семенович Васильев. У него в дни премьеры, кажется, родился сын. У него не было мальчика. Он страдал по этому поводу. А там герой же упрекает жену свою. Вот, значит, у нас должен быть сын, его нет и так далее. И он не выдерживает, и он пьет морскую воду соленую, у него там разъедает внутренности, он погибает, уходит тоже, но уходит уже потому, что он не может выжить в этой лодке. И у актера в это время, представляете себе, да, рождается сын долгожданный. Вообще удивительно. Конечно, это какие-то заклинательные вещи там происходили. Магическое действие, конечно. Магическое. Поэтому, как дальше развивалась вот эта ветвь, я однажды позволила себе такое выражение, что Саха театра долго шел к этому театру,
но он выпустил из себя эту золотую ветвь. Вот золотая ветвь Сахатеатра на протяжении от Алампы, который начинал с Манчары, с поэтического текста Манчары, первая постановка его, Анимпадиса Сафронова, была Манчара, насколько я верю источникам. И через всю историю куда-то он устремлялся, какие бы преграды ни были. Особенно вот в советское время это же был очень большой тормоз в плане развития вот этого национальной линии. Там же тоже были две ветви. Вот, скажем, режиссер Григорьев, он ставил русскую, зарубежную классику, очень талантливый режиссер был, и не очень-то ставил что-то из мифологии или из местных авторов. Не очень. Это ставил Василий Васильевич Местников, как я поняла. Во всяком случае, вкладывали душу один в одну линию развития. Мировой театр мы должны были освоить, а другой в другую. Вот я сейчас вспомнила, что я оборвала одну мысль про Брехта. Все шли спектакли, написанные шли по инсценировкам Андрея Савича, с нашими драматургами. Потом Василий Никитич Протодьяконов участвовал. И вдруг Бертольд Брехт, добрый человек сучанин. Причем здесь Бертольд Брехт? Борисов говорит, вот так парадоксально через Брехта мы идем к своему театру Аламхо. Потому что у Брехта эпический театр. И он впервые туда включил зонги в форме таюков. И вот это, с одной стороны, контраст совершенно невозможный. Европейская драма и якутский таюк. Да? Там героющие китайцы. Да, и в то же время это азиатский колорит и эпический театр. Эпический театр, который восходит, конечно, к классической форме театра античного. Эпический театр. Андрей Савич, как говорил, он же театр Аламхо не мыслил так, как сейчас ставить. Он сказал, делать то, что делали наши предки, бессмысленно. Я буду говорить языком Толстого, языком Джоконды, и эхом будет возникать Аламхо. Если из всего, что я сказала, становится ясно, что по драматургии, по сценическому воплощению и по функции в обществе мы находим здесь античный театр, то есть мифологический сюжет, священное песнопение, но здесь у нас священные тексты, будем говорить, да? И консолидирующая роль, консолидирующая функция в обществе, консолидирующая вокруг каких-то древних и вечных истин, ценностей, без которых человеку на земле не жить. Если это есть, то никто не может сказать, что вы, Валентин Александрович, не правы, и что это не классический театр, который ведет к театру Аламхо. Ну вот, теперь, кажется, все.